Добрый вечер, уважаемые телезрители. В прямом эфире информационная программа «Новости» в студии Туэр Пиров. Сегодня основатель мира и национального единства, лидер нации, президент Республики Таджикистан, уважаемый Эмомали Рахмон, провел телефонный разговор с президентом Российской Федерации, уважаемым Владимиром Путиным. В начале беседы главы двух государств обменялись теплыми и искренними поздравлениями в связи с наступлением нового 2021 года. В контексте своего поздравления глава нашего государства в том числе пожелал дружественному народу России дальнейшего уверенного движения вперед по пути процветания и прогресса. Было отмечено, что несмотря на сложную уходящего года, связанную с пандемией коронавируса, удалось успешно провести ряд важных для своих стран политических мероприятий, в том числе общероссийское голосование по изменениям в основной закон страны, так же как и прошедшие в Таджикистане парламентские и президентские выборы. Внимание было акцентировано также на мероприятия, посвященные 75-летию победы в Великой Отечественной войне, ставшей глубоким символом сплоченности народов двух стран. В ходе беседы президенты, обменявшись мнениями по актуальным аспектам двусторонней, а также международной и региональной повестки дня, обсудили насущные вопросы сотрудничества двух стран и обеспечения региональной безопасности. В заключении беседы лидер нации президент Республики Таджикистан выразил уверенность в том, что совместные усилия сторон также будут результативными в новом году. Основатель мира и национального единства, лидер нации, президент Республики Таджикистан, уважаемый Эмомали Рахмон, утвердил символ 20-летия создания Шанхайской организации сотрудничества. Символ нарисован в виде круга 20, в верхней части которого изображены флаги государств-членов ШОС, в нижней части атлас, как символ таджикской культуры, а в середине надпись «Душанбе 2021» как место проведения мероприятия. На втором кольце размещена надпись «Шанхайской организации сотрудничества» на русском и китайском языках. В центре круга изображение планеты Земля. Министерства и ведомства, организации и учреждения, исполнительные органы государственной власти областей, городов и районов, средства массовой информации могут широко использовать в качестве образца символ 20-летия Шанхайской организации сотрудничества, размещенный на сайте президента Республики Таджикистан. Далее. Сегодня от имени основателя мира и национального единства, лидера нации, президента Республики Таджикистан Эмомали Рахмона получили подарки в виде зимней одежды и сладостей около 600 воспитанников школ-интернатов. Сегодня от имени основателя мира и национального единства, лидера нации, президента Республики Таджикистан Эмомали Рахмона, помощник президента Республики Таджикистан по социальному развитию и связям с общественностью Абдуджабор Рахмонзода и заместитель руководителя исполнительного аппарата президента Республики Таджикистан воспитанникам Республиканской школы-интерната для незрячих и слабовидящих детей в Гисаре были вручены подарки в виде теплой верхней одежды, обуви, костюмов, теплых одеял и сладостей. Отметим, что воспитанниками Республиканской школы-интерната для незрячих и слабовидящих детей города Гисара являются 164 мальчика и 68 девочек. Также была оказана помощь от имени лидера нации, уважаемого Эмомали Рахмона, воспитанникам Республиканской школы-интерната для детей-сирот Шахринавского района, которая состояла из зимней одежды. В настоящее время в данной школе-интернате обучается 211 детей, 18 из них – сироты. В ходе беседы с ними от имени лидера нации, президента Республики Таджикистан, уважаемого Эмомали Рахмона, было дано напутствие по получению новых знаний и изучению наук, особенно иностранных языков. Было подчеркнуто, что в политике, проводимой высшим руководством государства и правительства Республики Таджикистан, поддержка детей-сирот, детей из малообеспеченных семей и инвалидов и создание достойной жизни для каждого члена общества занимает центральное место. Дети выразили радость и искреннюю благодарность лидеру нации за оказанную помощь и внимание. В тот же день воспитанники школы-интерната номер 2 для детей с ограниченными возможностями города Душанбе получили разнообразные подарки от лидера нации. В Таджикистане дети с ограниченными возможностями, сироты и малоимущие не остаются без внимания, особенно перед праздниками. По традиции нашего народа оказание помощи нуждающимся является неотъемлемой частью жизни каждого таджикистанца. В целом, в этот день от имени основателя мира и национального единства, лидера нации, президента Республики Таджикистан, уважаемого Эмомали Рахмона, около 600 воспитанников школ-интернатов получили подарки.
Книга «Таджики», изданная в 1972 году и по сей день считается наиболее полным исследованием одного из древнейших народов мира – таджиков. Автор книги Бабаджон Гафуров, величайший ученый, востоковед, изменил представление мирового сообщества о Таджикистане и таджиках. Чтение этой мудрой книги знакомит нас с историей, языком, обычаями, культурой, истоками формирования таджикского народа и пробуждает национальную идентичность, чтобы мы могли учиться, знать и гордиться своим прошлым. В Таджикистане проводится раздача книги «Тоджикон. Таджики» академика Бабаджона Гафурова. В честь 30-летия государственной независимости от имени главы государства данная книга будет вручена каждой семье в стране. Распространение книги «Таджики» началось в Мургабском и Ванжском районах Горно-Бадахшанской автономной области и продолжается в других городах и районах страны. Напомним, в декабре 2019 года в своем послании президент Таджикистана Эмомали Рахмон выступил с инициативой об издании книги «Тоджикон» Бабаджона Гафурова с последующей бесплатной раздачей книги каждой семье. В сентябре началось издание книги, которая будет издана в количестве 1 600 000 экземпляров. Изучение истории таджиков, самобытного вклада в общую сокровищницу человеческой культуры неразрывно связано с изучением истории всех народов Центральной Азии. Именно в книге академика Бабаджона Гафурова рассмотрены такие важные вопросы, как история предков таджиков, формирование таджикского народа, история зарождения и развития его языка и культуры, место таджиков в мировой цивилизации. Книга «Таджики» раскрывает сущность таджикской нации и имеет большое историческое и духовное значение, знакомит нынешнее поколение со славным прошлым таджикского народа. Эту книгу необходимо прочесть каждому гражданину, особенно молодежи, ведь знание истории дает возможность выстроить стройную систему понятий, целостную картину мира, осознать свое место в нем. История учит мыслить глобально. Знание прошлого помогает разобраться в настоящем, оберегает людей от повторения давно уже совершенных ошибок. История помогает найти в прошлом ответы на поставленные сегодня вопросы, вплоть до того, что знание каждым человеком истории прошлого служит непременным условием и гарантией построения светлого будущего. Бабаджон Гафуров научно доказал, что формирование таджикской нации происходило еще в древние времена. Были привлечены все найденные на тот момент письменные источники, а также данные археологии, лингвистики, антропологии, нумизматики и других наук. Помимо таджиков, академик изучал судьбу и ближайших наших соседей – узбеков. Гафуров указал, что у двух народов общая этническая основа – история и достижения. Переведенный на европейский и восточные языки труд ученого не теряет актуальности и сегодня, так как до сих пор цитируется многими авторитетными востоковедами. Выдача книги «Таджики» в каждую семью сыграет важную роль в самопознании подростков и молодежи страны. Зумрат Файзиева, Дильшоди Хушвахт. Новости. Новой вехой в лечении злокачественных новообразований стало применение современного метода хирургии – лапароскопической операции. Специалисты области медицины отмечают, что в последние годы произошел мощный скачок в данном направлении. Внедряются новые технологии и появляются новые методы лечения. В последние годы рак почки занимает одно из ведущих мест по темпам прироста среди онкоурологических заболеваний и составляет 3% от всех злокачественных новообразований. Основным методом лечения больных раком почки является хирургический. И впервые ведущие специалисты в области онкологии в нашей стране провели операцию больного с современным лапароскопическим методом. Резекция почки – это хирургическая операция, позволяющая удалить опухоль из почки, сохранив при этом орган и его работоспособность. Данная операция является золотым стандартом лечения рака почек. Теперь в арсенале таджикских врачей самое современное немецкое оборудование, благодаря чему они могут применять лапароскопическую резекцию почки в лечении больных. На данный момент мы проводим абсолютно все виды операций, которые необходимы для лечения даже самых сложных случаев онкологических больных. Также наши специалисты используют эндовидеохирургическое оборудование для проведения малоинвазивных манипуляций. В нашем центре также впервые проведена лапароскопия почки. Данное малоинвазивное вмешательство не требует разрезов, проводится через небольшие проколы и имеет ряд
ряд преимуществ в сравнении с традиционным вариантом проведения операций. Оснащение отделений Республиканского научного центра онкологии современным медицинским оборудованием и повышение квалификации отечественных врачей в ведущих клиниках мира дает возможность проведения самых сложнейших онкологических операций, которые ранее проводились лишь за рубежом. Уважаемые телезрители, это были главные новости к этому часу. Оставайтесь с нами и будьте здоровы.